Соединенные Штаты Америки – это 4-е по территории и 3-е по численности населения государство. По данным на 2008 год, численность населения США составляет 305 миллионов 100 тысяч человек. В 2006 году в США было совершено 11 миллионов 400 тысяч преступлений. На чем основана юридическая система США? В телевизионном документальном сериале «Закон и правопорядок». Город Питтсбург, административный центр округа Аллегейни, расположенный на северо-западе штата Пенсильвания, был выбран нами не случайно. Это своеобразная модель Соединенных Штатов, в которой многонациональные культуры в гражданском обществе играют важную роль. Да и история самого штата, который активно участвовал в войне за независимость, налагает отпечаток на жителей. Наверное, поэтому слоганом штата является фраза «Америка начинается здесь». Именно здесь была подписана Декларация независимости, и Пенсильвания, наряду с другими 12 бывшими североамериканскими колониями Великобритании, образовала Соединенные Штаты Америки. Я являюсь суперинтендантом Департамента полиции округа Аллегейни. Мы оказываем полицейскую помощь всем муниципалитетам округа Аллегейни. Всего в состав округа входит 119 мелких муниципалитетов, городков и районов. Нашей основной целью является помощь в расследованиях всех крупных преступлений, убийств, грабежей, изнасилований, сексуальных нападений и так далее. Также мы расследуем, обнаруживаем и изымаем наркотические вещества. Второй важной для нас задачей является международный аэропорт. Наши офицеры всегда находятся на его территории для обеспечения безопасности путешествующих людей. Всего в окружной полиции Аллегейни служит 230 офицеров, включая меня лично. Мы также отвечаем за проведение тренингов для офицеров не только нашего департамента, но и всего округа Аллегейни и региона. У нас есть постоянно действующая полицейская академия, которая обучает не только по местным требованиям, но в Пенсильвании также есть распоряжение штата, которое предписывает вновь нанятому офицеру пройти обязательный курс обучения в 720 часов. Помимо этого, каждый год ты должен проходить, кроме тренингов по стрельбе и оказанию первой помощи, также как минимум 12 часов обучения для повышения квалификации. И за это также отвечаем мы. Итак, мы отправились туда, где обучают офицеров полиции. Мы находимся в полицейской академии округа Аллегейни, и у нас с вами будет шанс посмотреть, как тренируются будущие полицейские. Полицейская академия округа Аллегейни начала свою деятельность в 1971 году, и первые выпускники здесь появились в апреле 1972 года. Комплекс академии расположен на 51 акре земли, которая расположена в Северном парке округа Аллегейни. Наряду с будущими полицейскими здесь проходят обучение и будущие пожарные. Администрация академии находится в подчинении у Департамента полиции округа Аллегейни. С 1972 года академия наблюдается консультативным советом директоров, состоящим из 12 локальных начальников полиции, которые дают свои рекомендации относительно обучения курсантов и стажировок для действующих полицейских. Когда мы приехали в академию, мы узнали, что именно в этот день будет проходить очередное совещание консультативного совета директоров. И хотя все подобные мероприятия всегда проходят в закрытом режиме, нам разрешили несколько минут поприсутствовать в начале заседания. Открыл встречу президент совета директоров. После приветственных слов он попросил присутствующих членов совета дать традиционную клятву на верность флагу США.
После этого слово было предоставлено директору академии, инспектору Вейну Гафрону, который отчитался перед собравшимися о проделанной в академии работе и проинформировал их о планах на будущее. Дальше заседание проходило без нас. По окончании заседания совета нам удалось пообщаться с его президентом Дейлом Вейтмейером. Я являюсь начальником полиции одного из местных городков под названием Робинсон, здесь, в округе Аллегейни, а также я являюсь президентом Ассоциации полицейских, в которую вовлечены 120 департаментов полиции. Что обсуждалось в ходе сегодняшней встречи? В сегодняшней встрече принимали участие представители консультативного совета, которые обсуждали план по разработке схем и занятий, проводимых здесь, в полицейской академии. Это была важная встреча? Да, такого рода мероприятия мы начали проводить 3 года назад, и проводим мы их 2 раза в год, каждое полугодие. Мы встречаемся и говорим о проблемных вопросах, что позволяет держать всех в курсе аспектов, которые должны быть сделаны и которые запланированы на будущее. Сегодня на встрече принимали участие представители 20 полицейских подразделений. Соответственно, состав комиссии состоит из 20 человек. У нас также есть ассоциация полицейских, и мы встречаемся каждые 2 месяца. В общем, нас собирается от 60 до 80 человек. Также мы очень хорошо взаимодействуем с департаментом полиции округа, который совместно с прокурором округа отвечает за весь округ, особенно когда касается вопросов финансирования и подобных вещей. Как именно это помогает в общении между офицерами? Мы учимся друг у друга, и это очень важно, потому что одна община может совершенно отличаться от другой. Так можно раскрыть многие преступления. Это вопрос взаимодействия полиции как единого целого. И неважно, какой это департамент. Он может быть в 20 милях от меня, но важно приходить на подобные встречи и обсуждать с людьми вопросы наших общин. Это позволяет быть округу Аллегейни единым целым, и это становится очень личным. Когда мы ближе знакомимся друг с другом, мы начинаем доверять и развивать отношения, и это всем приносит пользу. Вы, наверное, заметили группу людей передо мной. Это офицеры полиции со всего округа Аллегейни. Они приехали сегодня на специальные тренинги, которые проводятся здесь ежедневно. И у офицеров разных департаментов тоже есть возможность общения между собой. Таким образом, узнаются и решаются многие вещи. Если вы звоните кому-то, кого вы не знаете, это может не принести особой пользы. Но сегодняшняя встреча была только по вопросам самой Академии, хотя мы также проводим и другие встречи, например, в офисе прокурора, в ходе которых обсуждаются различные инциденты и методы их предотвращения. Этому уделяется особое внимание. Но сегодня наша встреча была посвящена именно Академии, как мы должны развиваться для улучшений в будущем. У нас 3 основных направления. Прежде всего, у нас есть начальное обучение рекрутов для тех людей, которые в будущем хотят стать полицейскими, или для тех, кто был нанят в качестве офицеров полиции муниципалитетами, и они должны пройти обучение, прежде чем приступить к работе и работать на благо общества. Это одна фаза обучения. Другая фаза — это обучение для тех офицеров, которые уже работают. Это повышение их квалификации, например, по компьютерным технологиям, чтобы держать их в курсе новых методов криминалистики и техники борьбы с преступностью. Третья фаза — это обучение стрельбе, которое мы проводим для 7000 офицеров. Начальное обучение для рекрутов рассчитано на 6 месяцев. Это короткий промежуток времени, за который можно обучиться всем необходимым навыкам для того, чтобы стать полицейским, подготовить ко всему, что их ждет. Некоторые вещи достаточно специфичны, и им нельзя обучить в классных комнатах, и нужно проводить за пределами. Они проводятся на улице, и поэтому важно иметь опытных преподавателей и инструкторов. Мы также проводим курсы повышения квалификации для тех людей, которые хотят получить дополнительные знания. Они могут прийти сюда и пройти обучение, например, по тактике стрельбы, составлению отчетов и взаимосвязи.
В общем, мы проводим все эти тренинги для того, чтобы помочь им в дальнейшей карьере полицейских. Сэр, а кто платит за обучение курсантов? Если курсанты не наняты департаментом, то они платят за себя сами. Если они отслужили в армии, они могут рассчитывать на помощь государства. Есть специальные программы, по которым человек, закончивший службу в армии, может рассчитывать на помощь в получении образования в колледжах и университетах. В общем, они имеют определенные привилегии в получении любого образования. Если они наняты полицейским департаментом, то департамент платит за них. Легко ли поступать в полицейскую академию? Поступать легко, но вот только нелегко сделать так, чтобы тебя приняли. А тяжелее всего пройти до конца. Я думаю, что частью нашей работы является выявление тех, кто связан с криминалом и не может быть полицейским. У нас есть характеристика, которая рассказывает о каждом поступающем, если у них есть криминальное прошлое, или если у них были проблемы во время прохождения службы в армии и подобные вещи. Каждый, кто хочет поступить в академию, сначала должен пройти тесты на физические нагрузки. К примеру, на время пробежать дистанцию в 1,5 мили, еще есть в 300 ярдов, приседания и так далее. И по окончанию у каждого выпускника показатели должны быть лучше, чем при поступлении в академию. Это связано с нашим масштабом и установленными правилами штата, которые регламентируют, что должен делать и уметь офицер полиции. Какими качествами и умениями должны обладать кандидаты, чтобы обучаться в академии? Они должны быть физически подготовлены. К моменту окончания академии должны уметь правильно обращаться с оружием, хорошо стрелять на расстоянии, сдать все навыки по тактике и по курсу самообороны. Например, как обезвредить преступника с использованием наименьшей силы. Также нужен и хороший ум, потому что у нас очень много тестов, где-то 21 тест за 6 месяцев, и ты должен показать превосходные результаты. А каждый год в течение 2 дней необходимо пройти тренинги по изучению новых законов, использованию новых средств защиты, все, что может быть важным, и все то, что мы должны знать. Например, сейчас у нас проводятся занятия по преступным группам. Как распознать разные банды, символы и татуировки. Как распознать разные этнические группы, как они одеваются, как разговаривать с ними, знать манеры поведения, различать разные вещи разных людей для устранения недопониманий. Особенно после того, как сейчас многие вещи связаны с Ближним Востоком. У нас были занятия, связанные с Ираком, о суннитах, шиитах, о разных направлениях в религиях, как с ними обращаться, как уважать их права и религиозные убеждения. Сколько курсантов обучается в академии? На данный момент у нас обучается 20 курсантов. В начале, в январе, их было 40. Потом их стало меньше. А вообще у нас 2 группы в год, в которых обычно бывает по 35 человек. Однажды у нас была группа, где было около 60 курсантов, что было необычно и бывает редко. Давайте перейдем к вопросу о правах. Я так понял, что вы с самого начала обучаете курсантов быть вежливыми и уважать права граждан. Правильно, потому что, как мы смотрим на ситуацию, в этом и заключается вся философия взаимоотношений. Мы работаем с людьми, и если ты относишься с уважением к общественности и уважаешь их права,
то ты также относишься и к себе. Потому что все, что бы ты ни сделал, в той или иной форме вернется к тебе. Например, если я разговариваю с вами и прошу вас сделать что-то, для меня лучше обращаться с уважением, вместо того, чтобы просто выкрикивать вам приказы. Потому что в этом случае вы будете более восприимчивы к тому, что я говорю, и, возможно, будете охотнее со мной общаться. Мы также стараемся обучить языку тела. Это помогает вовремя почувствовать агрессию и успокоить человека или распознать потенциальную опасность. Тем самым ты будешь понимать методы для ее устранения. Мы стараемся научить курсантов уважать права граждан и относиться к людям так, как хотели бы, чтобы относились к ним. Нельзя думать, что нет ничего важного в общении. У каждого есть то, что может быть важным для него. Мои родители работали в полиции. Они всегда мне говорили: относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Всегда с уважением. Сила речи — это твое лучшее оружие. Конечно, это тяжело. Но мы хотим, чтобы все было именно так. Потому что эта работа не для всех. Мы создаем стрессовые ситуации, рассказываем об индивидуумах, которые будут вовлечены в критические ситуации. События будут развиваться быстро, будут эмоции, оружие, и нужно быть человеком с определенным складом ума, чтобы знать, как справиться в подобных ситуациях. Уметь совладать с собою, знать, когда стрелять, а когда нет, когда использовать газовые баллончики и все тому подобное. Не все могут справиться с этим. Это испытание, и это то, каким мы хотели бы все видеть. Это тяжело в физическом смысле или также ты должен думать? Я думаю, в обоих смыслах. Дело в том, что раньше в нашей стране офицерами полиции обычно были физически сильные мужчины. Но сейчас ситуация немного изменилась. И я думаю, сейчас больше нужны те, кто лучше думает, и с помощью этого могут выйти из критической ситуации. И технологии сегодня лучше, чем раньше. Поэтому думаю, что сейчас больше важен ум, чем физическое развитие. Хотя оба качества важны, и ключ к решению — это смесь обоих качеств. Это место для тренингов, которые проводятся внутри. А там проводятся полевые, то есть стрельбище. Здесь проводится обучение стрельбе из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, пулеметов и оружия для ближнего боя. Если же у нас другие занятия, то мы проводим их здесь. Например, сегодня у нас был тренинг по CPR-AED. Это занятие по оказанию первой помощи? CPR-AED — это, например, как пользоваться дефибриллятором и подобными вещами. Потому что мы чаще всего являемся теми людьми, которые первые оказываются с потерпевшими. Мы обучаем ребят, потому что они должны знать, как помогать в этих ситуациях. Вы хотите зайти и посмотреть? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Это офицер Эрик Вайзер. Он инструктор по данному предмету. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Алишер, я из Таджикистана. Рад познакомиться. Расскажи, пожалуйста, немного о тренинге. У нас тут тренинг по оказанию медицинской помощи, а именно помощи для детей и новорожденных при повреждении дыхательных путей. Мы проводим такого рода тренинги каждую весну. Это одно из требований штата Пенсильвания — проводить каждый год тренинги по оказанию первой медицинской помощи. Но CPR проводится регулярно.
Эта программа разработана Красным Крестом, которая является одной из частей международных проектов, и обучение проходит по их стандартам. А это важно, уделять столько времени таким тренингам? Дело в том, что мы работаем с людьми, и очень часто мы первыми оказываемся на месте происшествия, даже раньше парамедиков и машины скорой помощи. Поэтому мы проводим эти занятия. Но я чаще всего объясняю курсантам, что эти занятия пригодятся. Они всегда смогут оказать помощь друг другу, соседям и близким. Даже если они находятся не на дежурстве, они смогут оказать помощь до приезда медиков. Обратите внимание, как она держит голову и шею. Это очень важно. Если ребенок все еще не дышит, нужно перевернуть ребенка на живот. Очень важно держать его параллельно своей ноги. Сейчас мы будем практиковаться. Так, берем. Данные манекены предоставлены нам Красным Крестом для практического обучения. Все они разного размера, и мы можем практиковаться, так как эти процедуры не стоит показывать на человеке. Мы можем сделать им больно. А на манекенах мы показываем, как держать новорожденных, как очищать дыхательные пути, как давить на грудную клетку и так далее. И если им нужно будет сделать это в реальном мире, будет более комфортно производить необходимые процедуры. Сейчас я продемонстрирую то, что вы видели на видео. Вы видели, что на пленке отец сразу отдал своего ребенка медикам. Такого никогда не будет. Родители, если их ребенок подавился, не будут спокойными. Они будут беспокоиться и паниковать. Вы можете столкнуться с тем, что отец или мать будет держать ребенка, чтобы защитить его, что вполне понятно. Итак, я сейчас приведу пример. Мать говорит, что ребенок взял конфетки, подавился и начал задыхаться. Его руки и ноги обмякли, потому что он задыхается. Что нам нужно сделать? Это заглянуть ему в рот. Если вы видите предмет, то его можно удалить. Удаляем мизинцем. Если мы не видим его, не нужно пытаться его достать, потому что вы можете продвинуть объект дальше. Итак, вы смотрите. Ребенка необходимо держать в таком положении. Затем развернуть вот так и 5 раз постучать по спине. Если предмет выпал и ребенок начал плакать, значит, вы все сделали правильно. Если нет, бережно поддерживая шею, разворачивайте ребенка, осматривайте полость рта. Если ребенок еще не дышит, не плачет, не издает каких-либо звуков, то тогда посередине грудной клетки 2 пальцами вы делаете 5 вдавливаний. Опять смотрите. Как часто мы можем это повторить? До тех пор, пока не заплачет. Да, пока не заплачет, не задышит, не начнет кашлять или не издаст какой-либо звук. Помните нашу историю? Мама говорит, что ребенок подавился. Не забывайте придерживать шею и голову. And I notice some of you are hitting rather gently. You can't hit very gently. Okay, you're not going to clear the airway. Everyone worries about hurting the child. Okay, you're not going to break their spine. You don't clear that airway, that the child's going to die. Это модель Глога. Мы используем его для тренингов. Это не функционирующее оружие, но оно полностью сделано как настоящий Глок. Мы сейчас вытащим пружину, и вы увидите, что тут нет байка. Даже если вы зарядите его настоящими патронами, он не выстрелит. Мы используем его для обучения. Учим курсантов, как держать оружие и работать с ним.
А это помещение, в котором мы проводим тренинги по стрельбе. Потому что здесь есть бронированные стальные листы, которые выдерживают стрельбу из всех пистолетов и некоторых ружей. Внутри он состоит из 4 комнат. И мы учим ребят, как входить в квартиры или дома, как правильно зачищать их. Также здесь есть специальные двери, и мы учим ребят, как их открывать ногами. Иногда у них возникают проблемы, потому что когда вы входите, видите несколько комнат, и нужно подумать, где находится наибольшая опасность. Давайте пройдем вовнутрь и посмотрим. Вы видите, здесь есть длинный коридор, здесь есть дверь в комнату. Эта комната уникальна тем, что если нам будет нужно, то здесь есть вот эта съемная панель. И мы можем использовать ее в тренингах, посвященных взлому дверей при помощи взрывчатки, или можем использовать ее в качестве окна для тренингов по снайперской стрельбе. Мы ставим здесь мишень, снайпер будет располагаться на поле. И здесь мы поставим оконное стекло, занавесим и все такое. И будем учить снайперов в стрельбе через окно. Академия подчиняется полицейскому департаменту округа Аллегейни, и это в основном связано с бюджетом.